Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к новостям к этому часу. 15 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, сдали в эксплуатацию частное дошкольное учреждение «Марьям» на улице Лермонтова района Сино, столицы. 15 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сдали в эксплуатацию частное дошкольное учреждение «Марьям» на улице Лермонтова района Сино, столицы. Было сообщено, что новое здание детского сада построено в рамках плана мероприятий по благоустройству в честь 35-летия государственной независимости и созидательных мер руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Строительство началось в феврале 2023 года. Учреждение было построено в течение 16 месяцев в соответствии с требованиями архитектуры и градостроительства отечественным предпринимателем Исламджоном Муродовым. В ходе строительства были трудоустроены более 150 местных жителей. Недавно построенное учреждение состоит из 3 этажей и подвального помещения. Рассчитано на 200 детей, в нем созданы хорошие условия для развития детского интеллекта, приобретения современных знаний и вовлечения детей в различные увлекательные игры. Все учебные кабинеты детского сада оснащены необходимой мебелью, включая столы, стулья и всевозможные детские игрушки. Обучение в них ведется на 3 языках – таджикском, русском и английском. В новом детском саду работают 30 воспитателей и других опытных специалистов отрасли. Во дворе детского сада построены 6 беседок, детские игровые площадки, фигурки сказочных персонажей, красивые и эффективные фонтаны и другие развлекательные средства, которые придают окружающей среде красоту. На территории учреждения также растут декоративные цветы и деревья. Согласно проекту, в учреждении для 10 групп были построены спальни, музыкальные, танцевальные, художественные кабинеты, а также ванная, тренажерный зал и игровая площадка, которые были использованы в качестве ценного подарка счастливым детям периода независимости в преддверии празднования 34-летия государственной независимости. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Моли Рахмон, в ходе ознакомления с созданными условиями высоко оценил качество работы и отметил, что дошкольное образовательное учреждение является очень важным этапом для развития интеллектуальных способностей подростков. Было подчеркнуто, что расширение таких патриотических инициатив может сыграть свою роль в реализации требований национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года о максимальном охвате детей дошкольным образованием. Глава государства назвал открытие современного детского сада ценным подарком для детей и выразил благодарность инвестору за патриотичный вклад. Также призвал воспитателей использовать благоприятные условия для воспитания детей в духе патриотизма, чтобы в будущем они могли внести ценный вклад в процветание независимого Таджикистана. – 15 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в районе Сино города Душанбе также открыли второй этап частного образовательного учреждения «Хоризон». 15 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сино города Душанбе открыли второй этап частного образовательного учреждения «Хоризон». В ходе ознакомления с условиями учреждения лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, был проинформирован о том, что объект рассчитан на обучение 820 учащихся в одну смену. В нем работают 54 квалифицированных преподавателя. В учебном здании имеются 38 оборудованных классов, рабочие кабинеты, актовый зал на 500 мест, библиотека, столовая, спортивный зал и другие вспомогательные помещения. Объект построен в соответствии с международными требованиями. Предметные кабинеты, в том числе по физике, химии, биологии, информационным технологиям и другие созданные благоприятные условия обучения способствуют формированию знаний учащихся.
Для создания современных удобств классы оснащены новейшими компьютерами и интерактивным оборудованием. Вместе с тем система отопления, энергосберегающее освещение и быстрый доступ в интернет создают подходящие условия для обучения. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, относительно правильного налаживания качества образования и воспитания подчеркнул, что образование является приоритетным направлением социальной политики государства, а инвестиции в него – это вложение в будущее страны. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что учебный процесс в учебном заведении ведется полностью на английском языке и что оно работает по системе STEAM Education, которая считается одной из самых авторитетных систем обучения в развитых стран мира. Кроме того, для проведения занятий на высоком уровне в учреждении привлечены молодые и опытные преподаватели из страны и из-за рубежа. Открытие этого учреждения является устойчивым шагом на пути к реализации национальной стратегии развития образования до 2040 года и будет способствовать укреплению интеллектуального потенциала подрастающего поколения, повышению уровня грамотности и расширению образовательных возможностей. Одновременно в учреждении с целью создания благоприятных условий для проживания и обучения подготовлено общежитие на 280 человек. Учитывая растущую потребность общества в качественном образовании, в ближайшем будущем планируется увеличить возможность приема до 1500 учащихся. Глава государства расценил открытие такого современного учреждения как наглядный пример государственно-частного партнерства в сфере образования. Поблагодарил патриотически настроенного предпринимателя Навруза Юнусова за эту благородную инициативу, дал наставления и рекомендации учителям по воспитанию образованного, просвещенного и сильного поколения. Среднее общеобразовательное учреждение номер 129 в Махалле Сомон района Фердауси является третьим объектом сферы образования, который было открыто 15 августа с участием лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Среднее общеобразовательное учреждение номера 129 в Махалле Сомон района Фердауси является третьим объектом сферы образования, которое было открыто 15 августа с участием лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Учебное заведение построено в рамках инициатив и напутствий лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на улучшение условий обучения и воспитания, а также развитие науки и образования отечественным предпринимателем Умаром Алимадовым. На сегодняшний день число учащихся среднего общеобразовательного учреждения номера 129 в Махалле Сомон района Фердауси составляет 1733 человека. Сооружение имеет возможность охватить образованием будущее поколение нации в лучших условиях, поскольку 56 классных комнат, оснащенных наиболее важными учебными принадлежностями, рассчитаны на 2400 учащихся в 2 смены. Кабинеты по химии, биологии, физике, географии, трудовому обучению, основам начальной военной подготовки и информационным технологиям соответствуют современным требованиям и будут способствовать развитию знаний и мышления учащихся. Использование 2 библиотек, электронные и традиционные, обеспечивает доступ учащихся к литературе и учебным программам, хранящимся на веб-сайтах. Всего в учреждении имеется около 60 компьютеров, подключенных к международной сети интернет. Просторный и оборудованный спортивный зал, построенный в учреждении, способствует пропаганде и формированию здорового образа жизни и физической подготовки учащихся. Конференц-зал на 310 мест, столовая на 216 мест, кабинет врача и другие вспомогательные помещения, построенные в учреждении, в целом закладывают основу для улучшения качества образования и работы преподавателей. В ходе ознакомления с условиями и возможностями этого нового учебного заведения лидер нации высоко оценил качество строительных работ и назвал достойным вклад в становление подрастающего поколения. 15 августа 2025 года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустам Эмомали ввел в эксплуатацию новое дошкольное образовательное учреждение «Афроза» в районе Исмаили Сомони, столицы.
5 августа 2025 года председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эумали, ввел в эксплуатацию новое дошкольное образовательное учреждение Афроза в районе Исмоили-Сомуни, столицы. Уважаемый Рустами Эумали ознакомился с условиями обучения и воспитания в детском саду. Сообщалось, что здание состоит из 3 этажей и подвального помещения, рассчитано на 120 воспитанников в 10 группах. В детском саду оборудованы учебные классы, кабинеты администрации и врача, спальни, кухня, а также культурные и спортивные залы, оснащенные всем необходимым для отдыха, игр и оздоровления детей. На территории учреждения построены летние террасы и детская площадка. В ходе осмотра объекта председатель города Душанбе поручил ответственным лицам уделять особое внимание повышению уровня и качества образования, а также воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и национальной гордости. В Таджикском государственном медицинском университете имени Абу-Али ибн Сино прошла научно-теоретическая конференция, организованная в рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни по случаю Дня работников здравоохранения. Подробности далее в нашем материале. По инициативе исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни города Душанбе в честь празднования Дня работников здравоохранения, который ежегодно отмечается 18 августа по всей республике, с особым размахом и торжественностью была организована научно-теоретическая конференция под названием «Здоровье общества. Наша цель». Мероприятие прошло в зале исследовательского медицинского института Таджикского государственного медицинского университета имени Абу-Али ибн Сино и собрало представителей сферы здравоохранения района. В работе конференции приняли участие представители исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни, исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Исмоили-Сомуни, ответственные лица Национальной академии наук Таджикистана, ряд специалистов в области здравоохранения. Каждый год 18 августа в Республике Таджикистан отмечается День работников медицины. Парламент республики в 1995 году включил профессиональный праздник врачей в список государственных праздников, и он ежегодно отмечается в день рождения великого мыслителя и ученого Абу-Али ибн Сино. Докладчики в своих выступлениях отмечали, что сфера здравоохранения является одним из приоритетных направлений социальной политики правительства Республики Таджикистан и за последние десятилетия стремительно развивалась, достигнув значительных успехов. Работники сферы здравоохранения Таджикистана неустанно трудятся для развития отрасли и здоровья народа. В ходе конференции руководством района были вручены благодарственные письма и подарки активным работникам сферы медицины, которые осуществляют свою деятельность в данном районе. Для изучения и сохранения памяти о жизни и деятельности выдающихся исторических личностях нации в стране проводятся различные мероприятия. В частности, в Национальном музее Таджикистана состоялось значимое событие — открытия республиканской выставки Абу-Али ибн Сино «Великий мыслитель таджикского народа». Это мероприятие приурочено к 1045-летию со дня рождения знаменитого ученого, философа и астронома Абу-Али ибн Сино, который оставил неизгладимый след в истории не только Таджикистана, но и всего мира. Подробности о открытии выставки и представленных на ней экспонатах расскажут мои коллеги. Национальный музей Таджикистана в честь 1045-летия ученого, философа и знаменитого астронома таджикского народа, мудреца Абу-Али ибн Сино, организована республиканская выставка под названием «Абу-Али ибн Сино. Великий мыслитель таджикского народа». Абу-Али ибн Сино, родившийся в 980 году в деревне Афшана, недалеко от Бухары, стал одним из самых выдающихся умов своего времени. Его отец Абдулло был известным ученым, а мать Ситорабону воспитывала сына в духе знаний и мудрости. Великий мыслитель и ученый с детства обладал хорошей памятью и выдающимися умственными способностями. В возрасте 14 лет смог сдать сложные экзамены у своих учителей. Его способности просто поражали. До 15 лет он самостоятельно изучал естественные науки, богословие, философию, божественную мудрость, астрономию, теорию, музыку, геометрию и математику. А от 16 лет начал изучать и медицину.
Сегодня в мире Абу Али ибн Сино признан одним из самых великих ученых и писателей всех времен. Согласно исследованиям ученых, количество произведений Сино достигает 456, которые были созданы на темы философии, медицины, мудрости, логики, морали, языка и литературы, а также искусства. В частности, 23 его произведения написаны на родном языке, то есть на таджикском. На открывшейся выставке из Золотого фонда Национального музея было представлено более 80 историко-культурных произведений, отражающих жизнь и деятельность Абу Али ибн Сино, таких как произведения изобразительного искусства, резьба по дереву, художественная керамика, серебряные и бронзовые изделия, медицинские инструменты, юбилейные монеты, вышивка, керамические и бронзовые скульптуры, рукописи и печатные книги и многие другие музейные ценности. Выставка Абу Али ибн Сино, великий мыслитель таджикского народа, будет продолжаться до 1 сентября текущего года. Уважаемые телезрители, на этом у меня все. Это была вся информация, подготовлена к этому часу. Оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.